Салям, с вами учитель казахского языка Дошан Жандарбеков. Сегодня у нас 9-й урок нашего курса, который называется «Казахский язык за 2 недели». В седьмом уроке я говорил, что надо использовать свои знания в общественных местах. И напомяну, да, то, что у вас будет проблемы, когда будете составлять диалог с казахскоязычными людьми в общественных местах, у вас будет смеяться или кто-то будет вас поправлять. И после этого урока комментарий один ученик написал, то есть, если не ошибаюсь, Андрей написал, то, что он начал использовать свои знания, да, общаться с людьми, но у него появилось много вопросов. То есть он задавал, да, он, может, правильно задавал и общался с ними, но когда они отвечали, он что-то не понимал. И он переспрашивал, почему ты это сказал, как это будет, как это понять. То есть вначале ему объясняли, а потом перестали объяснять, потому что устали, да, заново. То есть вот такие проблемы у Андрея случились. Это, конечно, естественно. То есть, Андрей, ты молодец, потому что ты начал использовать свои знания и говорил, что в практике вы будете учиться на своих ошибках. И тема сегодняшнего урока, это связано с этим историей, это слушание. То есть, слушать. Многие ученики учат слова, да, письменно. Да. Этот ученик знает это слово, фразы. Или он может прочитать и сразу перевести. Но когда казахи разговаривают на казахском языке, он не понимает. Да? Даже если собеседник говорит то, что он знает, слова, которые он знает, ему кажется, он не понимает, потому что ему кажется, что этот казах быстро разговаривает. Да, вначале так. Это говорится об отсутствии практики слушания. То есть вы не слушали. Вы, да, учили слова, вы можете перевести, узнать это слово, когда письменно, но не вы его слушание не изучали. То есть важность ситуации, чтобы понять своего собеседника, вы должны слушать. И некоторые слушают, начинают использовать свои знания в общественных местах, начинают слушать, да, что казахи говорят, о чем говорят. Но когда они говорят, он хочет перевести все, то, что он говорит. Это первая ошибка. То есть перевести все, что ваш собеседник говорит, этого не надо. То есть вы просто должны слушать. Даже если вы ничего не понимаете, просто слушайте. Вам надо в первую очередь настроиться на волну вашего собеседника. То есть у казахского языка есть своя волна, свои интонации, свои правила воспроизведения. На эту волну сначала ваше ухо должно быть пристроиться. И после, спустя времени, даже если не понимаете, со временем она будет ваша, если вы настроитесь на волну, она будет какие-то слова, фразы. Вот, это слово он произнес, я это знаю. То есть 10 слов, да, например, в одном предложении, вы можете в начале слушания понять только одно слово. Даже если вы знаете 5 или 6 слов из этих 10, при слушании вы можете узнать только одно слово. Это законно. И со временем на этом волне вы начинаете узнавать 2 слова, 3 слова. То есть ваше ухо будет связываться с вашим знанием и давать вашу информацию, выдавать. Так что в первую очередь вы должны просто слушать, и потом ваше сознание будет выдавать вам информацию. Сейчас я на казахском краткой истории расскажу о себе, и вы просто слушайте, но не напрягайтесь. То есть вторая ошибка – это напрягаться. То есть думая то, что ваш собеседник говорит, а вы хотите все перевести, то, что он сказал. Это психологически надоедает человеку. Такого не надо быть, не должно быть. Вы просто слушайте. Если вы не поняли, скажите «түсінбедім», то есть не понял, «түсінбедім». Или «баяу сөйлеңіз». «Баяу» медленно. «Сөйлеңіз» говорите. «Түсінбедім» или «баяу сөйлеңіз». Да? Ладно, я начинаю свой диалог, свой рассказ на казахском. Просто вам надо слушать. Менің атым Досжан, мен мұғаліммін. Мен Қарағанды облысы, Шахтинск қаласында номері 7-ші мектепте жұмыс істеймін. Менің әйелім бар, бір қызым бар, әке шешем және ағам бар. Мен
жасым 27-де, және менің хоббиім кітап оқу, спортпен шұғылдану, және ғалымдарды тыңдау. Вот, я рассказал кратко о себе. То, что вы поняли, наверное, вот, например, посчитать на 10 баллов. Некоторые, может, кто-то понял одно слово или два слова. Некоторые, может, 5-6 слов. То есть не обязательно все до конца перевести. Самое главное, если картинки вот так. Так что я заканчиваю сегодняшний урок и призываю вас слушать, когда люди разговаривают, и не напрягаться. Сау болыңыздар.